Будущие врачи, инженеры и бухгалтеры сейчас сидят за соседними партами и готовят себя к профессии. У каждого из них есть свой интерес. Но при этом они хотят знать все и сразу. Поэтому не упускают возможности узнать что-то новое для себя, будь то от учителя или одноклассников. Впрочем, в этой школе, можно сказать, сама атмосфера располагает к учебе. Дети моего класса, также и я, участвуют во многих интеллектуальных кружках. Например, кружок Клио. Вообще, наверное, это самое замечательное место, где можно получить столько знаний и тем более вот посидеть на одном уроке. Я также всем советую. Это очень замечательно. В школе обучается в 2 смены 41 класс и около 1300 учеников. Также здесь ведут дополнительные занятия в творческих кружках и спортивных секциях. И в педагогическом коллективе нет случайных людей. В этой школе трудятся 2 заслуженных учителя Российской Федерации, 9 заслуженных учителей Республики Ингушетия и 30 почетных работников общего образования Российской Федерации. Но в данный момент это успех я не отношу ни к одной из этих категорий. Только совместная работа родителей, детей и учителей может дать какой-то результат. Достижения школы говорят сами за себя. Многочисленные победы на различных олимпиадах и конкурсах, высокие результаты образовательной деятельности и успехи выпускников подтверждают статус школы. Наши ребята, во-первых, сдали ЕГЭ хорошо, все. Поступили 35 из 52 престижные вузы нашей страны и внутри республики, включая даже Российский военный университет. Впервые учебное заведение Ингушетии вошло в топ-5 сотен лучших школ России. Вместе с 3-й школой Карабулака также свой дебют отмечает школа в чукотском городе Билибино. Это в первую очередь плод работы всего коллектива, уверен директор школы. Но новость стала полной неожиданностью для всего коллектива. Я приехала даже совершенно не ведая, за какой наградой я еду. Мне пришло приглашение просто поучаствовать в брифинге. Вот такое было получено письмо. Там меня ждал очень хороший, красивый сюрприз. Список лучших из лучших представляется с 2013 года. Особенность последнего рейтинга – он составлен исключительно на объективных результатах. Оценивали школы по итогам олимпиад, экзаменов, количеству детей и наличию конкурсного отбора. Учитывались только те учебные заведения, которые проводят обучение детей с 1 класса. Весомый вклад в достижение внесла выпускница прошлого года Ясмин Чапаева, которая заняла призовое место на Всероссийской олимпиаде. Это не первый ребенок, с которым ты в этом направлении работаешь, а именно вот достиг этого этот ребенок. И вот когда объявляется вот именно место вот этого, да, призерства, победитель, да, вы не представляете, ребенок стоит счастливый на сцене, куда их вызывают, где им вручают эти медали и дипломы, а ты там в зале, у тебя появляются слезы. Вот эти слезы, они выстраданы. Вы знаете, это труд. Вот как спортсмены буквально идут к своим победам, это такой же тернистый труд. Поздравить коллектив с высоким достижением приехал и глава Карабулака. Он отметил хорошую работу школы и ее достижения. Ингушская школа попала в топ-500. Для меня это было очень приятно уже, но когда я узнал, что это наша Карабулакская школа, я был очень приятно, это было восхищение. Я хочу еще раз сказать огромное спасибо Далриас Халган. Это исторический момент, его не вычеркнешь. Рейтинг показывает, насколько в регионе устойчива сама система школьного образования. И это, безусловно, пример для всех остальных образовательных учреждений республики. А родителям не надо думать, в какую школу отдать своего ребенка. Лейла Гайсанова, Мухаммед Миржоев. Новости 24.